Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Как поменяется ваша жизнь за следующие 7 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Давайте будем разбираться. Здесь вот некий человек с левой стороны проявит в отношении вас какую-то невероятную щедрость, да? Будет добр и щедр к вам. Ну вот, смотрите, как будто бы проливает из лейки воду. А вам так приятно, вам так это все тепло, к сердцу прилегает. Слушайте, ну прям чудеса. Человек будет щедрым. Это может быть что угодно. Щедр на похвалу, щедр на, допустим, какое-то материальное поощрение. То есть тут, в принципе, все может проиграться. Вы явно этого не ждете, но вам предстоит с этим столкнуться. С левой стороны, ну, вроде по образу похож на мужчину. Хотя, может быть, и женщина такая высокая, крупная женщина. Щедрость, да, здесь прям конкретно подчеркивается щедрость, да, поливает как будто бы из лейки. А вы с радостью под этой лейкой купаетесь, да, берете, принимаете, значит, по сердцу вам придется. Дальше. Вот здесь показывают некого оленя. Ну да, скорее всего, олень, потому что и рога, и уши при нем, и телосложение оленя. И этот олень, он бодрым шагом направляется в сторону вашего дома. Олени могут показать нового человека, причем человека непростого, человека, который может изменить вашу жизнь. И также могут показать того, кто преобразился, кто начал новую жизнь. Да? Возможно, человек там избавился от дурных привычек, от дурных каких-то замашек. И вот идет к вам, чтобы показать себя во всей красе. У кого-то, возможно, произойдет знакомство с новым, очень интересным человеком, который действительно поможет вам в будущем изменить вашу жизнь. Смотрите, показывают еще вывернутый карман. Кому-то будете отказывать, да? Вот прям выворачиваете карман и говорите: нету, да? Нет у меня денег, нет у меня средств, не буду я помогать. Да, вот кому-то демонстрируете вывернутые карманы. Возможно, речь идет о том, что человек, допустим, постоянно что-то от вас просит. Либо вы понимаете, что человек не нуждается, но как бы желает чужим пожить, да, нажиться на чужих людях. Вот прям показываете эти пустые карманы. Не потому, что у вас нет, а потому, что, скорее всего, вы не хотите давать, либо устали быть какой-то кассой взаимопомощи. Так, здесь у вас стрелочка, и она указывает в левую сторону. Возможно, что-то произойдет не так, как вы планировали, либо не так, как вы решили, либо не так, как вам было обещано. Левая сторона, она скрытая сторона, да, там может произойти что угодно, но это не значит, что плохо, потому что стрелка справа и показывает в левую сторону, и это как бы в ваших интересах, да, если что-то пойдет не так, как запланировано, либо не по сценарию, не так, как ожидаемо, это, возможно, даже будет лучше для вас, да, лучший исход, либо лучший вариант. Так что не нервничайте, да, все, что не происходит, происходит к лучшему. А вот здесь показывают мужчину, который бежит за женщиной, что-то ей пытается либо дать, либо предложить. А женщина даже смотреть не хочет на этого мужчину. Либо у женщины какие-то свои задачи, ей не до мужчины. Здесь явно кто-то будет за вами бегать и что-то вам будет предлагать. Если вы женщина. Если вы мужчина, то вам придется побегать за некой женщиной, которая практически неуловима, и ее будет очень сложно заинтересовать. Так, еще здесь какие-то странные кустики показаны. И люди вот сидят вокруг этих кустиков и чего-то ждут.
Возможно, вы будете ждать зарплаты, либо вы будете ждать какой-то оплаты. Возможно, не вы, но ваш близкий человек должен получить зарплату. В общем, люди сидят и ждут, когда же на этих кустиках появятся листики, да, когда же зарплата придет. Ну, ждать вам недолго, здесь 2 периода показывают. Это может быть и 2 дня, и 2 часа на самом-то деле. Недолго. Может быть небольшая задержка, но опять же, это не критично. Так, а вот здесь показывают, что лиса как будто бы какой-то пустой мешок украла. И бежит к себе в норку очень довольная, не понимая, что мешок пустой, либо мешок прорвался, и все ценное из этого мешка уже высыпалось. Какое-то пустое времяпрепровождение. Ну, лисой, скорее всего, показывают хитрых людей, людей, склонных к воровству, мошенничеству. И, возможно, человек попытается что-то сделать, но тут фиаско, это полная фиаско. С пустым мешком прибежит к себе. Риск не оправдан. И плюс еще этот человек будет раскрыт, мне идет. Да? Все узнают, кто вор, кто мошенник, кто промышляет всякими негативными делами. То есть и добыча, не добыча, да еще и раскрыли. Да, для лисы это прям сложный период. Неделя будет критической. Да, риск, большой риск, который не оправдан. Еще вот здесь показывают мужчину, который птицу к вам направляет. Вам придет либо письмо, либо сообщение, либо даже звоночек будет от некого мужчины. Птица на длинных крыльях. Скорее всего, человек будет вам рассказывать о каких-то планах. Допустим, что я скоро приеду. Да? Либо я купил билеты, и я там приеду. Либо я купил для нас 2 билеты, и мы с тобой поедем. С левой стороны, да, для вас это будет неожиданно, но вам это понравится. Вам понравится, что вам сообщит этот мужчина. Особенно вот эта птица с длинными крыльями вам очень понравится. Дальше показывают некий узел, который увеличивается в размерах. Почему? Потому что никто на него внимания не обращает. Тут, скорее всего, какое-то упущение. Не обязательно ваше, возможно, кто-то, да, кто должен был заниматься, либо следить за этим. Ну, ничего не делал, узел растет. То есть придется потом потратить значительное время для того, чтобы разобраться с этим узлом. Ну, либо распутать его, либо разрубить, разрезать, ну, как уже получится. Упущение, вот четко. Если ни с того ни с сего возникнет некая проблема, причем такая крупная, да, в больших масштабах, знаете, что это чье-то упущение. И что бы вам ни говорили, это кто-то прохлопал. Вот серьезно, да? Кто-то прохлопал. Так, еще лошадь показана, большая, крупная. И вот человек эту лошадь ведет под, ну, как уздечку, да, уздечку взял и ведет эту лошадь. Лошадь уставшая, и у лошади пустой желудок. Скорее всего, какая-то работа возникнет. Работы будет много, работать придется много, но судя по размеру этой лошади, оплата будет достойной. Опять же, это может проиграться как и у вас, так и, например, для ваших близких людей. То есть лошадь нужно будет прям конкретно кормить, а аппетит у нее, скорее всего, прям конкретный, да. Ну, раз вы ее ведете, либо ваш близкий человек ведет, значит, все хорошо закончится. Работы будет много, и работать придется, наверное, таки тяжело, да, потому что такую лошадь прокормить, это же еще надо постараться. В левую сторону, опять же, неожиданно возникнет, да, предложение, либо неожиданно поступит заказ, либо какая-то подработка может возникнуть. То есть то, чего не ждем, но оно происходит. И еще показывают большого жука, как будто бы он пытается куда-то вот вверх ползти. Это хороший знак. Жуки, они всегда к деньгам, к прибыли. Раз ползет вверх, значит, дела будут улучшаться. В семье, в доме, у вас конкретно. Для молодых девушек жуками показывают поклонников, женихов. Да? Женихов. Ползет вверх, значит, будет действовать. Значит, будет как-то к вам проявляться, ухаживать, куда-то вас звать, приглашать. То есть в стороне не останется. Может, это будет новый знакомый. Не успеете познакомиться, а человек очень активно за вами начнет ухаживать. Возможно, вы уже знакомы, да, но человек вот прям приступит к активным действиям. Ползет вверх и, кстати, ползет по линии судьбы. То есть, как бы серьезные намерения, более чем серьезные. Так, здесь какой-то ящик показывает, а может, это шкатулка. Что-то, что нельзя открывать.
Возможно, это ящик Пандоры, да? Откроешь, и все беды посыпят. А возможно, ну, как бы закрыто, да, его нельзя открыть просто так. Ящик. Может, это чьи-то тайные секреты, кстати, тоже могут так показать. Мои дорогие, лучше не лезть в то, что не понимаешь, не знаешь, и то, что вот ни с того ни с сего возникло. Если вас кто-то будет пытаться посвятить свои тайные секреты, лучше отказаться. Ну, какую-то причину, понятное дело, назвать, там, некогда, нет дела до ваших проблем, и идти. Нельзя туда заглядывать, в этот ящик. Там, возможно, есть что-то, что вас расстроит, либо что станет каким-то, ну, неприятным таким моментом. И еще, если вдруг какой-то ящик вы где-то увидите, лучше его не открывать. Ну, допустим, в прямом смысле до слова, да, вы выходите из дома, идете и видите, стоит ящик. Лучше его не открывать. Возможно, там что-то плохое внутри находится, да. Не буду уточнять, что, но, в общем, не надо открывать. Не надо. Вот прям так показано, что открывать нельзя. Так, а здесь показывают женщину. Женщина в красивом таком наряде. И женщина как будто бы вот в люди выходит, да. Возможно, какое-то будет мероприятие, возможно, вы там в город поедете, либо по каким-то делам пойдете, да. Вот все будут без ума от вашего стильного наряда. Возможно, вы сами подбираете себе гардероб, возможно, вы и сами шьете, да, может, вяжете, да, может, это что-то вязаное, будет вот прям модно, да, крючком вязаные вещи. Но все будут без ума, услышите очень много похвалы, комплиментов. И тут и женщины, и мужчины, да, вот честно оценивают вас, ваш внешний вид, ваш лук и делают вам комплименты. На самом деле будет очень приятно, щечки у вас будут красные. Ну, столько внимания, да, получить там за час, за два жизни, это прям, наверное, действительно немножко перебор. Но с другой стороны, это внимание, оно заслуженное и оно честное. То есть вы очень стильно и красиво выглядите, поэтому и будут вам говорить. Дальше. Здесь показывают елочку. Елочка — это хороший знак, особенно если рассматривать со стороны вот состояния, да, человека, его здоровья. Елочка здесь невысокая, но она зеленая и она прям пышная. Если у вас были какие-то проблемы по здоровью, то явно будет улучшение. Вы почувствуете прилив сил, прилив энергии и готовность к тому, чтобы ставить цели и их достигать, да. Прям, наверное, захочется куда-то сходить, где-то побывать, что-то сделать. Хороший знак на самом деле, да, очень хороший. Дальше. Вот здесь человек с очень длинными и липучими руками. Прям тянется к вам. И если прилипнет, потом очень сложно будет от этого человека избавиться. Человек может вас о чем-то просить, человек может просто набиваться там в попутчике, в попутчице, да, вот типа я с тобой, возьми меня с собой. Ну, честно скажу, мешать не будет, но и помогать не станет. А если человек еще и болтливый, то, вы понимаете, у вас уши будут в трубочку сворачиваться. Почему-то мне идет как липучка этот человек. И один раз позволите с вами поехать, либо пойти, и потом, как, знаете, в обязаловку войдет, да, человек прям будет уже требовать. А почему меня не взяли? Мне тоже надо, да, и меня берите. Такой немножко бессовестный человек, да, либо наглый, скорее всего. Так, а вот здесь вы кого-то очень сильно удивите, и человек так сильно растрогается, ну, чуть ли не до слез. Не знаю, может, вы кому-то поможете, жизнь спасете, либо предупредите, либо еще что-то сделаете. То есть вы такую реакцию не ждете, да, на свои действия вы не ждете такой реакции. А реакция будет прям чрезмерной, да. Человек и слезу может пустить. Но человек это делает действительно от того, что вы приятное сделали, да. Возможно, вы за целый год, да, единственный человек, что что-то хорошее сделал. Прям, да, слеза будет у человека. И да, человек вам будет очень сильно благодарен. И прям всем будет рассказывать про вас и про то, что вы сделали. И, ну, как понятно, что разговоры пойдут, да, такая некая популярность пойдет, да, слава пойдет про вас. Дорог у вас очень много, больше, чем обычно. И дороги здесь перекрещиваются, дальние и ближние, темные и светлые. То есть в светлое время суток и в темное время суток. Вот придется вам, наверное, куда-то поездить, походить.
Ну, либо какие-то будут задачи перед вами стоять, дела какие-то, которые вот где-то решаются. Не дома, но за пределами дома. Кто-то из вас действительно будет ехать. Возможно, это поездка с пересадками, то есть разными видами транспорта. Может, вы будете в отпуск ехать, да, в другую страну. Может, там еще что-то. Ну, дороги у вас вышли. С правой стороны это ваши дороги. Дороги, которые, ну, как бы благополучны для вас, получается, да, не случайные, не спонтанные, не вредящие вам, а наоборот, да, для вас. С левой стороны здесь вот змею показывают, и змея такая, знаете, худенькая, прям тоненькая, как ленточка. Змеи нынче мельчают. Возможно, вам про какого-то человека будут рассказывать, что человек такой прям злой, токсичный, агрессивный. А когда вы этого человека увидите, вы аж усмехнетесь, скажете, что вот это? И вы боитесь, да, вы серьезно, ребят, ну как так? Не произведет на вас впечатление эта змея, вы себя свободно чувствуете, свободно ведете. А змея действительно, либо с ней что-то происходит, либо она, ну, как бы изначально была такой мелкой, но всех убедила, что она страшная. Вы точно не испугаетесь. Ну, никому не позволите себя напугать. Да и змея как-то странно на вас смотрит, знаете, близко не подходит. Видно, почувствует вашу силу, почувствует, что с вами лучше не связываться. Семерка и флаг. Семерка и флаг. Вы кому-то поможете чего-то достигнуть и быть успешным. Как будто бы вы этого человека как-то руками вверх поднимаете, да? Не ждите благодарности, ну, либо благодарность придет позже, да, возможно, человек там от переизбытка чувств и эмоций растеряется, а возможно, человек, ну, не знаю, да, неблагодарный, а потом поймет, что плохо поступил и все-таки сможет вас отблагодарить. Да, вашими усилиями, при вашей помощи человек семерку получает и флагом машет, вот как достичь цели, да, либо получить свое, либо куда-то устроиться, либо чего-то добиться. Если бы не вы, этот человек никогда бы ни семерку, ни флаг не получил. Никогда. И вы это понимаете, и все это понимают, и даже вот этот человек это понимает. Еще с левой стороны показывают маленькую золотую рыбку. Она маленькая, у нее какой-то невероятно красивый хвост, а сама по себе она маленькая. Эта рыбка, она плывет буквально к вам в руки. Возможно, кто-то может исполнить ваше желание, либо кто-то вам так и скажет: проси, чего хочешь, я все исполню. Вы, пожалуйста, не теряйтесь, не стесняйтесь и как бы загадывайте. А у кого-то из вас, возможно, произойдет ситуация, когда действительно будет такое стечение обстоятельств, не успеете там загадать, а оно раз и исполнится. Да, вот желание исполнится, мне идет рыбка. Рыбка очень необычная. Дальше с левой стороны показывают вас, и вы жонглируете камнями. Камни очень большие, такие какие-то прям, знаете, валуны круглые, но вы ими жонглируете, либо как-то легко там с места на место их перекидываете. Камни — это проблемы, либо сложности, но быстро разберетесь и вообще даже не устанете. Не устанете совершенно, либо вы уже имеете опыт решения подобных проблем, либо для вас это вообще не проблема, да, вы не такое видели, то есть чего бояться. Взяли, пожонглировали, да, раскидали эти камни и дальше пошли. Сильный знак. Дальше буква «Б» показана. Прям такая, знаете, прописная большая буква «Б», вот она. Возможно, имеется в виду инициал человека, либо место, либо название, может еще логотип какой-то. Буква «Б». Смотрите, если это будет человек, то слушать нужно внимательно, потому что ухо показали. Если это какая-то местность, район какой-то, либо название организации, вы туда попадете, вот прям ко всему прислушивайтесь. Да? Вот важно, чтобы слух вас вел. Может, вы что-то услышите, что-то, что, например, важно, ценно, полезно, либо может вас предупредить. Еще по этой букве «Б» я могу сказать, что человек сам себе на уме. Человек может показывать одну картинку, а на самом деле испытывать совершенно другие чувства и эмоции. То есть какой-то, знаете, как скрытый подтекст, либо какая-то тайна.
То есть мне не идет, что человек вам улыбается, а про себя проклинает. Нет, мне идет другое, что человек может быть там строгим, надменным, либо требовательным, а в душе, например, испытывает к вам симпатию. Вот такое мне почему-то идет. Так, вот здесь люди обнимаются. Ну, либо это объятия, да, при встрече, либо это, ну, любовные объятия, почему бы и нет. И вы знаете, я так скажу, время, проведенное вот в этих объятиях, либо в принципе вдвоем, оно очень счастливое идет. Да? Прям можно расслабиться, почувствовать свою радость, счастье. И как-то благотворно люди друг на друга влияют. Возможно, у них энергетики сходятся, да? Возможно, они очень похожи энергетически. Друг друга как будто бы подпитывают и исцеляют, мне идет. Да? Вот тот либо та, с кем будете обниматься. А вот здесь показывают, что вы что-то будете делать, ну, магическое, скорее всего, да, возможно, какой-то обряд, ритуал будете проводить, может быть, чистку будете делать. И то, что вы делаете, оно очень мощное, либо очень мощно проиграется. Буквально, не знаю, пройдет там немножко времени, и вы прям почувствуете результаты. Да? Если это будет чистка, то даже вот сам запах в доме, в квартире поменяется. Либо что-то хорошее начнет вот радикально происходить, да, вот ни с того ни с сего, да, на ровном месте какие-то хорошие события. Вот то, что вы задумали, делаете, оно вам и по судьбе, и пользу принесет. Даже если это не чистка, но какой-то обряд и ритуал, вот он очень быстро и хорошо сработает. Возможно, вы интуитивно выберете очень идеально подходящий для этого день, и поэтому так все сильно сработает. Так, здесь у вас показан голубь. Голубь, который гнездо строит. Это хороший знак. Заниматься домом, семьей. Ну, либо ваш близкий человек будет заниматься домом, семьей, либо какой-то даже ремонт небольшой делать, ну, либо уборку генеральную. Это хороший знак. Также этот знак говорит о том, что в доме будет тихо, мирно, спокойно. И если были какие-то конфликты и проблемы, то они уходят, исчезают, на нет сходят. Да? Такой знак. Дальше ступеньки показаны. Будьте осторожнее на ступеньках. Неважно, что это за ступеньки. Всегда старайтесь держаться за перила. Ну, либо хотя бы руку возле перил держите. Да? Ну, мало ли там, да, всякое в жизни бывает. И также эти ступени могут означать карьерный рост, ну, либо рост в том бизнесе, которым вы занимаетесь. Здесь ступеньки достаточно крутые показаны, и каждая новая ступенька, она прям чревата, да, вот это прям как преодоление. Каждый раз преодолевать приходится. Но с другой стороны, я вижу, что эти ступеньки, они свободны, то есть там нет никаких помех, конкуренции нет, да, никто не будет мешаться, путаться под ногами. Просто спокойненько идите и за перила держитесь. Так, а вот здесь показывают худого козлика, который пытается запрыгнуть на стол. Ну, вообще поведение такое себе, не очень. Но я так скажу, как бы этот козлик ни старался, запрыгнуть все равно не сможет. Не сможет, и все, и точка. Вот, просто не обращайте внимания, человек таким образом проявляет свой негативный характер, да, либо вспыльчивый характер, либо пытается что-то доказать. Чем меньше внимания обращаешь, тем быстрее успокоится. Возможно, человек и провоцировать вас пытается, да. Просто не обращайте внимания. Это прям такой хорошая подсказка, да, которая поможет усмирить любого козла, хоть худого, хоть крупного, хоть пушистого, хоть гладкошерстного. Так, еще здесь вот бабочку красивую показывают. Не иначе, как вас куда-то позовут, пригласят. Возможно, будет какой-то праздник, ну, либо какая-то праздничная атмосфера. Не отказывайтесь, обязательно идите. Для вас там как специальное место приготовлено. Так, а вот здесь показывают, что вы что-то делаете руками. Какая-то ручная работа, возможно, какая-то кропотливая работа. И вам отвлекаться нельзя. Вот прям совсем нельзя. Точность. Нужно проявить точность. То, что делаете руками. От этого многое зависит. Потому что если будут ошибки, придется переделывать.
Если у вас работа какая-то связана, да, вот руками что-то делать точно, то прям старайтесь, чтобы вас ничего не отвлекало, никто не отвлекал. Ну, кому-то, в принципе, знак, что вот предстоит руками что-то делать. Да, может, закатки будете делать на зиму. И ну, это как ваш ручной труд, да, и придется, конечно, постараться. Разговор по телефону, который меняет ваше состояние и настроение. У вас такое состояние, что у вас глаза светятся, и вы готовы просто вот расцеловать того человека, с кем общаетесь по телефону. Что-то вам человек может сказать, радостное, приятное, либо наоборот, может быть, на что-то откроет глаза, что-то растолкует. Вот прям глаза будут светиться, долго думать об этом будете, вспоминать. Это хорошее событие. Дальше показано, что некий человек будет ходить по канату, ну, либо делать выбор, еще мне идет. И на человека нельзя давить, либо человеку нельзя мешать. Потому что человек может ошибиться, либо наоборот, вот если почувствует давление, то сделает как-то вот наоборот, да, неправильный выбор сделает. Вы переживать будете за этого человека, но я так скажу, у этого человека сильный ангел-хранитель, и переживать не стоит. Наоборот, дайте человеку возможность пройтись по этому канату. Знаете, что человек и сам справится, и ваше давление может как-то даже негативную роль сыграть, да, либо ваше желание помочь может негативную роль сыграть. Я вижу, что человек идет в правильном направлении. Да, если ему не мешать, то точно дойдет и точно сделает правильный выбор. Да, возможно, человека судьба испытывает. Судьба говорит, вот давай пройдись, а я посмотрю, достоин ты, достойна ли ты или нет. Да? Желание помочь может все испортить. Как это ни странно прозвучит, да, вы ведь ничего плохого не хотите, вы хотите хорошее, но это может все испортить, поэтому не стоит этого делать. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.